Больше недели добиралась до Якутии героиня нашей передачи, чтобы устроиться работать учительницей начальных классов в маленьком заречном селе Титебя Жемконского первого наслега. Среди новоиспеченных коллег она встретила своего будущего мужа, который показал ей всю красоту северного региона. Валентина Григорьева в девичестве Бородкина родом из Ульяновской области. Эта область находится в районе юго-востока европейской части России, в центре Приволжского федерального округа. Выросла Валентина в селе Суходол Чердаклинского района. Так же, как вот Якутск от Покровска, 75 километров от Ульяновска, наше село. Оно находится в долине и называется Суходол, то есть сухая долина. Там только два озера. Но недалеко Волга, 7 километров, и вот Волжское водохранилище в 3-4 километрах. Отучившись 8 классов у себя в деревне, Валентина в возрасте 15 лет поступает в Сингелеевское педагогическое училище на специальность учитель начальных классов. 4 студенческих года пролетели незаметно. Пришло время определяться с трудоустройством. У нас детдомовские были, очень активные в группе. Они захотели куда-то поехать, девочки. Я тоже решила с ними. Писали и в Архангельскую, Мурманскую, и в Хабаровский край. Но ниоткуда вызовы не пришли. Потом через какое-то время пришло сообщение: 40 мест в Марийской ССР и 10 мест в Якутии. А у нас желающих было 11 человек поехать. Конечно же, Валентина сначала решила посоветоваться с мамой, какое направление выбрать, куда поехать. На что мама ей ответила: «Чего это в Марийскую-то ехать? Там чай ши лаптем хлебают. Это значит, там очень бедные люди». Вот. А про Якутию она ничего не знала. Но поэтому согласилась, чтобы я поехала. А Якутия. И там был Орджоникидзевский район. Побежали в библиотеку посмотреть на карте, где Якутия, где это Орджоникидзевский район и другие районы. В разные мы. Покровск на берегу Лены. Мы Сингелей на берегу Волги. Все. Я в Покровск поеду. И отправились 11 молодых учителей, вчерашние выпускники, в неизвестный далекий край. Неделю ехали на поезде до Красноярска, оттуда на самолете до самого Якутска. Когда самолет садился, посмотрели: болото, болото, деревянные домишки. Это Якутск, столица Якутии. Ой, как-то разочарованы были. Потом, когда приехали мы в Якутск, в Министерство образования, там столько мест, столько нужно учителей. И девчонки выбрали там, кто в Мирный, кто в Алдан. А я говорю, я в Сингелее сказала, что в Покровск поеду. Я не буду изменять своего мнения. Вот видите, как бы с судьбой, что ли, предназначен. Уже в Сингелее я решила поехать в этот район. Вместе с Валентиной Орджоникидзевский, ныне Хангаласский улус, выбрали еще 3 девушки. До сих пор помнят героиня передачи «Путь с Якутска в Покровск». Ее поразила местная природа, река Лена. Стоял август, все еще было зелено и цвело. Прибыв в Покровск, снова пошли распределяться, теперь уже по наслегам района. И вот нас 4 было в этот район. Нина Горбатова в Махсоголовскую школу, новые каменные школы, ей больше всех повезло. Маша Калинина в ДСР, русская школа начальная. А мы с Тамарой, я в первую Жемконскую якутскую школу начальные классы, она в Хатачу, вообще начальная школа, только начальная. Русский язык также.
Неделю Валентина пожила в гостинице в Покровске, а 15 августа отправилась к месту назначения – в село Титебя Жемконского первого наслега. На первое время ее поселили прямо в школе. Конечно, у девушки центральной России вначале был небольшой культурный шок. Уборщица была. Она хлеб пекла и работала на сенокосе с мужем. Хлеб в печи, в форме черной, такой как кирпич, тяжелый. Ой, ну, конечно, было трудно. Но это было не самое большое, можно сказать, потрясение. Начался учебный год, и Валентина столкнулась с языковым барьером. В Сенгелеевском педучилище не учили работе в национальных школах. В Жемконской школе из детей мало кто изъяснялся худо-бедно на русском. Подавляющее большинство говорили только на якутском языке. Он пришел, тетради нет, ручки нет, что-то говорит, а я ничего не понимаю. Я ему что-то говорю, спрашиваю, он меня не... Ребенок, я имею в виду, не понимает. Ну вот девочки переводили. Особенно это было трудно во втором классе. Во втором классе. Я первый же не учила во втором классе. В третьем чуть получше, а в четвертом полегче. Там несколько, человек 5 было, 6 таких, кто меня понимал. В первые же дни работы в школе 19-летняя молодая учительница обращает внимание на коллегу якута. Это был ее будущий муж Иван Григорьев. Тогда он работал в Жемконской школе одновременно учителем географии, истории и физкультуры. О том, что Валентина неровно дышит к нему, заметила как-то раз другая учительница. А что это ты покраснела, подруга? Ну, я говорю, ничего, тетради проверяю. Она глянет вокруг. Причина-то какая моего покраснения-то? Иван Михайлович проехал. И потом второй, третий раз, и все, и смеялась надо мной. Ну, никому ничего не говорили, ничего. Первый разговор у них случился 29 октября, в день рождения комсомола. В честь этой даты в школе проходило мероприятие, но полностью на якутском языке. Обычно в таких случаях Валентине переводила на русский другая ее коллега. Но в тот день она не смогла побыть для нее переводчицей. И я попросила, Иван Михайлович, побудьте, пока Мария Николаевна занята моим переводчиком. Ну вот, а тут, кроме того, что он переводил, он спросил, откуда, чего, какая семья. Вот так пообщались, завязался разговор. Потом то в кино вместе сходим, то еще чего. А Иван Михайлович хорошо по-русски изъяснялся? Очень хорошо. Он на 10 лет старше. Он очень много читал, писал и пишет вообще без ошибок на русском языке. А у него проблем не было с общением. То есть ему было 29, вам 19, когда вы познакомились? Да. Ну, я с детства как бы разные русские литературы того времени, про любовь особенно читал. И, в общем, тогда я читал, в общем, много русских произведений. И поэтому языкового барьера не было с Валентиной? Не было. Не было такого, что она вас обучала русскому языку, нет, да? Не, она вот знаки препинания как бы она проверяла, находила. Общение перешло в отношения. Вместе с Иваном Валентина встретила свою первую якутскую зиму. Морозы, конечно, она ощутила уже в ноябре. Как только река стала, мы с ней ходили по кроссу. И одежду, зимнюю одежду и все остальное уже, ну, ближе меня, как бы уже тогда не было никого из мужчин. Вот мы пешком ходили через торосы, оттуда сюда и обратно. В ночь с 31 декабря на 1 января Иван признался в своих чувствах. Пошли разговоры о свадьбе. Он хотел после третьей четверти, а я говорю, нет, ну, как-то надо привыкнуть за летние каникулы к роли жены. И поэтому мы после учебного года, 10 июня, сыграли
по тем временам большую свадьбу, 120 человек, 119 его друзей и родных, и одна моя подруга. В Хатачу вместе приехали, в Хатачу работала. Вот, и всегда смеялись. Через некоторое время после свадьбы молодожены отправились на родину Валентины, в Ульяновскую область. По дороге, конечно, очень интересно было. Нам обоим запомнился город Свердловск, где мы сходили, когда пересаживались в Свердловский вальс. Тогда впервые услышали. Обоим очень понравился. С тех пор вот этот вальс слышим, радуемся. Свердловске приглашаем вас в гости, ждем. Мы по городу нашему вместе, красотой любуясь пройдем. Весь он ласковым светом пронизан и в зеленый. Ивана на родине Валентины приняли очень хорошо. Побыв некоторое время там, познакомившись, пообщавшись с родственниками и знакомыми, Григорьевы вернулись в Якутию. Но не одни, а в сопровождении мамы Валентины. У Вани отец работал 7 лет в Алдане на приисках. Он по-русски нормально разговаривал. И вот мы привезли маму. Сидят одна мама, одна теща, другая свекровь. И Евдокия Николаевна рассказывает по-якутски, Михаил Петрович переводит моей маме на русский язык. В последующем мама Валентины уедет к себе обратно и вновь вернется в Якутию и останется уже навсегда. В 1969 году она скоропостижно умирает в больнице Покровска. Хоронят ее в Жемконском первом наследии. В тот же год Григорьевы решают переехать в Актемце. Был выбор в Болгунихтатскую школу и в Актемскую. Ну, выбрали, там зал хороший был. Новая школа и зал. В Актемцах уже другая атмосфера. Если в Титебя учителя были в основном людьми в возрасте, пожилые, то в Актемской школе работали сплошь молодые специалисты. И Валентина с Иваном влились в веселую молодую компанию учителей. 11 лет они прожили в Актемцах. За это время появились 4 детей. Вскоре вшестером им стало тесно в двухкомнатной квартире, и вновь назрел вопрос переезда. Тут Валентина узнает, что в Покровске, в микрорайоне Селекционный, продают добротный частный дом. Мы с Ваней сели на мотоцикл, приехали, посмотрели. Очень понравился дом, усадьба, все на берегу реки. А тут это сейчас построили, а тут же сплошной лес был, земляника была, все в лесу-то, пока дойдешь до ботанического сада. А ботанический сад, вот он, рукой подай. Подать 200 метров. И вот так мы переехали сюда. Сколько он стоил в то время? Очень дорого, 15 тысяч. На нынешние деньги сумасшедшие деньги. Был Григорьев Ваня Николай Евсеевич. Он инспектором был, потом директор Кирзаводской школы. Один раз едем в автобусе, он говорит: Валентина Ивановна, вы чего такой дорогущий дом купили? Купили бы лучше 2 машины. Да? Я говорю: Николай Евсеевич, детей это, ну как, спать, укладывать, кормить и гостей это в машине? И жить в машине? Переехав, Григорьевы начинают благоустраивать не только дом, но и усадьбу. Иван, глава семьи, привозит из разных мест саженцы деревьев, сосны, березы и различные кустарники. И еще на день свадьбы 10 июня. Это что посадили? Вот березы. Я говорю: да? ну чего ты привез 2 какие-то, одна какая-то. Одна береза я, другая береза ты. Вот так он мне. Помимо посадки деревьев и огорода, Валентина и Иван решают завести живность. Начали с кроликов, затем были поросята, а вскоре и вовсе стали держать коров. Кстати, до приезда в Якутию Валентина ни разу не видела такое капитальное строение, как коровник, по-якутски хотон. В Ульяновской области не строили коровники, а возводили скорее навесы для животных. Тем не менее, героиня передачи «Доить коров» научилась еще у себя на родине, так как сама выросла в деревне.
Свое умение она продемонстрировала еще в Жемконе, чем вызвала неописуемое удивление у местных. На 8 марта подменяли доярок в Хатон. В Якутске пришла я, все совсем другое. А там женщины-то еще больше удивились. Русская девушка пришла, села и еще корову доит. По-правдошному. Что касается карьеры, в Покровске Григорьевы сразу нашли работу. Валентина устроилась в начальную школу микрорайона Селекционный, где и проработала до самой пенсии. Муж Иван был избран председателем добровольного спортивного общества «Урожай», был завучем в детско-юношеской спортивной школе. На пенсию вышел годом ранее Валентины. На заслуженном отдыхе Григорьевы не скучают. Нянчатся с внуками, правнуками, занимаются домашними делами. А еще есть у них уже давняя традиция – вместе ездить на охоту. Первый раз мы в 67-м весной на 8 мая уже с ружьем, она с мелкокалиберкой переходили на ту сторону и реки Минда, и там в шалаше на уток ночевали. Да я просто в машине Ивана Михайловича кормить, поить вовремя, и чтобы на плохую дорогу не заехал. Ну, мужчина есть мужчина. Проеду, а я тормозом маленько. Или объехать, или не поехать. Ездите? Или кто-то еще есть там? Нет, вот именно я еду, получается, немножко и вынужденно поехал, но зато благодать на природе-то такая красота, столько фотографий, просто сейчас эти телефоны, ну потом посмотрите сейчас фотографии. Нет, а помимо с вас ночевкой даже у костра вдвоем. Конечно же, отправляясь на охоту, нужно знать все необходимые ритуалы. Якуты к этому относятся очень серьезно. Иван, как добропорядочный охотник, научил Валентину всему, что сам знает. Она якутские там обычаи, как землю кропить, как дух земли накормить, как баяная и как покровителя фауны, флоры, то есть кёрбаллох, как их угостить она в курсе. За годы жизни в республике Валентина научилась понимать и даже изъясняться по-якутски, но все же предпочитает говорить на русском. Вдвоем с мужем они являются ценителями якутского кинематографа. Побывали на всех последних громких премьерах. Нам единственное не понравилось, как это называется фильм-то? Ну, про эту, Вань, женщину, которая лечила всех. Чискырой. Вот это, так это и Ивану Михайловичу не понравилось, тяжелый фильм. А вот недавно смотрели это, парень поехал за лекарством, жена-то рожала. Вот этот фильм понравился, он там чуть не погиб. Якутские блюда героиня передачи готовит и ест с удовольствием. Все ем. И индигирку, и строганину, и жеребятину, и рыбу. Все ем. А у нас потом уже ребята свои были. Я не знаю, караси жарю, и уху варю, очень вкусные, всем нравится. Ну, это коровы были, потроха это были, холодец я только не варю. 56 лет назад Валентина приехала в Якутию по зову сердца. Думала ли она тогда, что здесь обретет свою вторую родину? Не жалеет ли об этом? Да вы что? Да даже во сне-то такое не могло Во-первых, любимого человека встретила. Это же уже большое счастье. А потом жили очень хорошо. Все. Нет. А природа? Здесь и природа, я уже сказала, какая там. Нет. К слову о любимом человеке. Буквально на днях супруги Григорьевы удостоились республиканского знака «Семейная доблесть» за брак длиною в 55 лет, то бишь изумрудная свадьба. Главы Республики Саха-Якутия. Нечаянно, негаданно нагрянула изумрудная свадьба. Вроде недавно молодые были, да.
Уже 55 И лет. как вы думаете, в чем вот секрет вашего долгого брака? Самое главное, ребята, любовь, уважение, терпение, забота друг о друге. Ну и труд, без труда. Взаимопонимание и прощение. Ну, интересы будем считать в одном направлении как бы. Учительская работа совместная тоже это все сближает. И, конечно, мы как можем друг друга поддерживаем, мы друг другу нужны. Она мне, я ей. Он и в белую зимнюю пору сердцу друга до боли знаком. Работящий уральский наш